Чеченский язык и государственность. Почему одно невозможно без другого? Язык — это не только слова. Это духовный мир народа, его история, память и будущее. Для чеченцев родной язык всегда был больше, чем средство общения. В нем жила душа народа, его честь и достоинство. Но сегодня мы сталкиваемся с горькой реальностью. Чеченский язык оказался на обочине. Кто-то спешит обвинить народ. Мы сами забываем свой язык. Но это несправедливо. Народ не выбирал забвения. Утрата языка – прямое следствие многовековой политики вытеснения и подчинения империи. Как отнимали язык? Со времен Российской империи, через советскую эпоху и до нынешних времен, чеченский язык никогда не имел полноценного статуса. В школах и университетах главенствовал русский. Карьера, наука, армия, власть – все было возможно только через русский язык. ЮНЕСКО опубликовала список языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. В числе вымирающих оказался и чеченский. Всего в России в зоне риска 136 языков. Это не выбор народа, это результат имперского давления. Почему нужна государственность? Язык невозможно сохранить только усилиями семьи или отдельных энтузиастов. Язык живет тогда, когда за ним стоит государство. Только государственность дает. Школы, где все предметы преподаются на родном языке. Университеты и институты с национальными программами. Книги, фильмы и СМИ, формирующие культурное пространство. Улицы, города и учреждения с чеченскими названиями. Государственные программы, которые делают язык не домашним, а официальным. Без этого язык постепенно уходит в прошлое. Именно поэтому чеченцы хотели и хотят независимости. Потому что без своего государства язык обречен. А с государством он становится опорой идентичности, гарантом того, что народ не исчезнет. Язык как сердце борьбы. Наша борьба за независимость – это не только борьба за землю. Это борьба за право говорить на своем языке, за право не потерять себя. Государственность для чеченцев – это не роскошь и не политика. Это единственный способ выживания народа. Там, где умирает язык, умирает и сам народ. Заключение. Каждый народ имеет право на будущее. Но оно возможно только тогда, когда язык звучит не только в доме, но и в школе, на улицах, в университетах, в книгах и на экранах. Мы боролись и боремся за независимость не ради лозунгов, а ради того, чтобы наш язык, культура и наши дети имели будущее. Сохранить язык значит сохранить народ. Без государства язык исчезает, с государством язык становится вечным.